Чаму арыштаваную ў Беларусі армянскую блогерку выслалі ў Арменію на самалёце, якім карыстаецца сям'я Лукашэнкі? Якая ў гэтым роля армянскага алігарха Царукяна? І ці ёсць небяспека, што цяпер Арменія перадасць рэжыму Лукашэнкі беларускіх апазіцыйных актывістаў? Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. Блогерку Беллу Бабаханян, якая была пад арыштам у Менску, выслалі ў Ерэван. Яна правяла 2 тыдні за кратамі ў Беларусі. Бабаханян мае і армянскае, і беларускае грамадзянства. Яна больш за 27 гадоў жыла ў Беларусі. У апошнія гады яна вяла блог у Беллы. Там яна актыўна выказвалася ў падтрымку армянскіх інтарэсаў і ўступала ў вострыя дыскусіі з азербайджанцамі ў сацыяльных сетках. Паводле Бабаханян, пасля таго, як яе арыштавалі, з ёй сустрэўся кіраўнік партыі «Квітнеючая Арменія» Гагик Царукян, і ён аказаў ёй прававую падтрымку, задзейнічаў дыпламатычныя каналы і асабістыя сувязі. Яе выслалі ў Арменію на самалёце бізнес-клясы, які выкарыстоўвае сям'я Лукашэнкі, у прыватнасці Віктор Лукашенка. Ну і паводле Бабаханян, таксама і паводле назіральнікаў за гэтай справай, яе затрымалі на запыт азербайджанскага боку. І сёння наш гость Артур Сакунц, кіраўнік армянскай праваабарончай арганізацыі «Ванадзорскі офис Хельсинской громадянской ассамблеи». Господин Сакунц, добрый день. Спасибо, что нашли время поговорить. Спасибо. Добрый день. Спасибо за приглашение. Что вам известно про эту историю с освобождением армянской гражданки Бабаханян в Минске? Известно то, что написано, то есть более, к сожалению, подробностей и об статье Уголовного кодекса Беларуси и вообще о требовании, действительно ли со стороны Азербайджана было возбуждено уголовное дело против Белли или нет. Ну, об этом, честно говоря, подробности неизвестно, но факт то, что она была задержана, арестована и сейчас освобождена при посредничестве или при помощи Гагика Царукяна. Об этом только. Насколько вам известно, теперь отношения между властями Армении и Беларуси довольно холодные. И можно ли считать, что это исключительно заслуга господина Царукяна, или все-таки армянские власти участвовали в этом освобождении? Со стороны армянских властей каких-то действий по освобождению Белли, блогера, мне неизвестно. И я думаю, что это результаты личного вмешательства Гагика Царукяна, у которого известно всем очень прекрасные, дружеские отношения, наверное, и бизнес, какие-то общие интересы с Лукашенко. Поэтому тут сказать, что в освобождении гражданки Беларуси и параллельно и одновременно гражданки Армении были в ее освобождении, что армянские власти имели какую-то роль, я не думаю. Я дадам толькі, што яшчэ ў 2010 годзе ў Ерэване адкрылі беларуска-армянскі гандлёвы цэнтр, і тады гаспадар Царукян дарыў каньяк, і тады нібыта паставілі на ягоным заводзе 400 літраў армянскага каньяку менавіта для Колі Лукашэнкі. То бок настолькі блізкія адносіны нібыта звязваюць Александра Лукашэнку і Гагика Царукяна. А вы маглі бы расказаць про его роль в теперешней армянской политике? Какие его отношения Царукяна с властями и насколько он влиятелен? Я могу однозначно утвердить, что какую-то роль Гагик Царукян сейчас в армянской политике не играет. Фактически могу сказать, что он вообще не активную политическую деятельность не проводит. Иногда какие-то высказывания, заявления мы слышим от него, но очень сдержанно. Поэтому сказать, что он как-то будет иметь или имеет какое-то влияние на позицию армянских властей, не придется.
Наоборот, были открыты какие-то уголовные дела по фальсификации результатов выборов до 2018 года. Пока еще, я не знаю, вот вообще, как идет, потому что следственные органы никак не информируют. Так что я не думаю, что вот в нынешней ситуации, обстановке, Гагик Царукян имеет какое-то влияние на позицию властей Армении. Поэтому вот кейс у блогерши, по всей видимости, связано с тем, что действительно это личная его инициатива, но я думаю, этот факт нужно как-то более подробно анализировать. То есть получается, что не так был заинтересован Лукашенко лично в задержании Белли, поэтому он согласился освободить при посредничестве Гагика Царукяна. Потому что если бы у него был какой-то политический интерес, я думаю, что Бацка никак бы не согласился освободить даже при его посредничестве. Потому что очень много политических заключенных в белорусских тюрьмах, и в принципе он, особенно правозащитники, политические диссиденты и оппозиционеры, вообще их не освобождают. Поэтому, я думаю, это обусловлено тем, что действительно у власти Лукашенко, у него никаких каких-то политических таких заинтересованностей, чтобы ее держать в белорусской тюрьме, не было. И потому что он мог бы ссылаться, что он не освобождает, потому что она является также гражданкой Беларуси. Поэтому тут, наверное, нужно предполагать, что Гагик Царукян, его близость, так скажем, близкие отношения с Лукашенко в данном кейсе, в данном аспекте ситуации преобладал заинтересованность Азербайджана, чтобы ее задержали в Беларуси в тюрьме. Поэтому, по всей видимости, тут нужно с этой точки зрения фиксировать, что у Лукашенко не было личного такого политического интереса держать ее в тюрьмах. Поэтому она могла освободить при посредничестве Гагика Царукяна. Но у меня другой такой, значит, вопрос. Не то что вопрос, а просто риторический такой вопрос. А учитывая такие близкие отношения Царукяна с Лукашенко, он попытался как-то при посредничестве Лукашенко освободить армянских военнопленных из азербайджанских тюрем, против которых сейчас проводятся незаконные судебные процессы. Это однозначно. Поэтому это очень интересный вопрос. Потому что если Лукашенко выполняет, так, если исходить из распространенной информации, заказ Алиева, а почему Лукашенко не может попросить или ответной просьбой обратиться к Алиеву, и в этом может Царукян попросить или работать в этом направлении, это предусматривает, что у Лукашенко есть все-таки большое влияние на армянское руководство. Да. Неизвестно, настолько ли оно сильно. А я хотел бы вас спросить вот про что. Блогер Лапшин, который сидел довольно долго, израильско-российский блогер, который в поддержку Армении много высказывался, и его задержали тоже в Беларуси, и его как раз передали Азербайджану, и он отсидел в азербайджанской тюрьме. Он сегодня заявил, что, возможно, в рамках вот этой сделки и освобождения госпожи Бабаханян, возможно, армянские власти выдадут режиму Лукашенко кого-то из белорусских активистов, которые нашли убежище в Армении. Я так понял с вашей логики, что этого не произойдет. Это не может произойти. Это не может произойти. Почему? Потому что, во всяком случае,
Беларусь передала гражданку Армении, а Армения является членом Совета Европы, ратифицировавшей Европейскую конвенцию основных прав и свобод человека. А Беларусь, он известен как страна, в котором существует, во-первых, смертный казнь и пытки по распространению, безнаказанность. Поэтому Армения, если Армения будет передать белорусского гражданина, даже если против него есть уголовное дело со стороны белорусских властей, то он нарушит бы обязательства, взятые в рамках Европейской конвенции. Поэтому это вообще сравнивать эти две ситуации очень не к месту. И это не торг, извините. Это не может быть даже вопросом торга со стороны армянских властей, независимо от того, это по отношению к Беларуси или России, потому что, во всяком случае, и российских политических активистов, и оппонентов путинского режима Армения не передала и не будет передаваться. И в этом, для этого существуют реальные правовые механизмы, которые мы используем при таких случаях, и также и обязательства, которые взяла Армения. Такие обязательства не существуют в Беларуси, поэтому, знаете, не может быть такого, чтобы Лукашенко обратился к армянским властям, типа того, что, вот, знаете, вашу гражданку я освободил, а взамен этого давайте передадите мне белорусских активистов, которые вот, выступают против моей политики или моего режима. Это, извините, обратитесь к Гагику Царукяну, если у него есть какой-то человек из Беларуси, который держится в доме или что-то там, может, пожалуйста, попросите. Но это, извините, сарказм, конечно. Не может быть такого изначально. И, в принципе, я могу привести примеры, в которых мы тоже занимались, когда армянские власти не передали, не экстрадировали белорусских граждан, исходя из того, что они могут быть подвергнуты пыткам и бесчеловеческому отношению в Беларуси, а в основе то, что против них уголовное преследование возбуждено на основе их политических взглядов. Это у нас такие примеры есть. А хоть один факт экстрадиции я не помню. Вот как раз в прошлом октябре Владимира Баландина, гражданина Беларуси, белорусские власти хотели, чтобы его выдали, но армянские власти дали ему статус беженца. Да, и также Витявичуса, молодого парня, которого тоже хотели передать, но во всяком случае армянские власти отказали. Я так понимаю, вы считаете, что Армения сейчас для тех, кого переследуют в Беларуси или в России по политическим мотивам, достаточно безопасная страна, которая имеет какие-то правовые гарантии. Но при этом вы же, я так понимаю, обороняли интересы российского гражданина, которого задержала российская военная полиция на территории Армении. И его передавали России. И в этой ситуации, подобной ситуации оказались тоже, кстати, некоторые белорусские граждане. И люди, которые не хотели служить в армии. Россия воюет, но Беларусь тоже как бы в такой достаточно сложной ситуации сейчас находится. Вот какая ситуация с теми людьми, которые в Армении находятся, при этом избегая военной службы и в российской армии, и в белорусской? Знаете, вот об этом случае, который вы упомянули, это касается, по всей видимости, кейса Сетракова, которого просто захватили в Звартновском международном аэропорту. Тогда... Я там читал про Щетинина такого. Да, Щетинин, кейс Щетинина тоже очень интересен, потому что фактически он ни на секунду не оказался в распоряжении или в контроле
значит, армянских правоохранительных органов, и он вошел в консульство России в Гюмри, вышел, его захватили сотрудники военной полиции России из российской базы, которые не имеют права находиться там, перевели на территорию военной базы, потом Щетинин выступил с заявлением, что он сам лично хотел вернуться в Россию, поэтому вот обратился к консульству и потом попросил вот так. Но несмотря на это, я могу вам сказать, что против него было уголовное дело со стороны российских правоохранительных органов за дезертирство. И дважды армянские пограничники не выпустили Щетинина из территории в Россию. То есть сам факт уголовного дела и на основе этого розыска формально армянские власти могли предотвратить его экстрадицию. И после этого российские власти вынуждены были прекратить уголовное дело против Щетинина, и формально у армянских пограничников и армянских властей не было юридического основы, чтобы предотвратить его перевод из Армении в Россию. Так что вот этот кейс тоже очень интересен сам по себе. К сожалению, у нас не получилось, чтобы как-то непосредственно встретиться с Щетининым, потому что он был на территории российской базы, но российские правозащитники, которые встретились и могли иметь встречу с ними на территории военной базы, по их словам, ему уверовали, что никакого страшного такой случая с ним не будет. Вроде ему гарантировали безопасность, и он согласится на сделку с правоохранительными органами России. Так что, а в остальных случаях, с которыми мы работали, и с дезертирами, и политическими активистами, во всяком случае, никогда не было никакого факта экстрадиции. Даже мне кажется, или могу так утвердить, что российские власти, тем более вообще белорусские власти, увидя, что их просьбу об экстрадиции своих граждан, против которого возбуждено уголовное дело по политическим мотивам, все-таки Армения не выполняет, и поэтому больше даже такой просьбы не обращаются к армянским властям. Я как раз хотел задать этот вопрос, потому что были в прошлом году сообщения о белорусах, о гражданах Беларуси, задержанных в Армении именно на просьбу белорусских властей за дезертирство и уклонение от службы в армии. И апелляционный суд в Армении признавал эти задержания законными. Известно ли вот о судьбе этих белорусов? Честно говоря, мне или нашей организации в случаях дезертиров из Беларуси, к сожалению, у нас в нашей практике мы не встречали. По всей видимости, это такой кейс, по которым мы не занимались. Я хотел бы задать еще более такой общий вопрос. Вот эта ситуация с людьми, которые были задержаны российскими гражданами, были на территории военной базы, в Армении есть военная база, но отношения с Россией, я так понимаю, сейчас достаточно напряженные. Какая вообще сейчас ситуация в Армении в отношениях с Евросоюзом, с Россией и с новой администрацией США? Вот как Армения балансирует в этой ситуации? Честно говоря, политика Трампа, конечно, полностью изменила обстановку, потому что великая страна, которая была, так скажем, символом демократии и основной оплот противодействия российской агрессии против Украины, это полностью такой имидж сейчас как-то уменьшился. С Россией, естественно, ситуация такова же, как до Трампа, то есть никакие такие дружеские, так я могу сказать, что такое восприятие России как союзника Армении не приходится, потому что армянское общество, он осознал
осознал, что Россия не союзник, Россия не гарант безопасности, а угроза безопасности, и более так союзничает с режимом Алиева, у которого продолжаются претензии по отношению к Армении. Поэтому сейчас определенно сказать, как может влиять позиция или политика администрации Трампа на армяно-российские отношения, очень трудно. Но, с другой стороны, у Армении просто нету выхода, я имею в виду, нету выбора, чтобы он как-то поменял свое отношение. Ну, раз хорошо, нету такой поддержки американской, значит, нам вернуться опять к так называемые союзнические отношения. На самом деле это кабальная позиция по отношению к Кремля. Я думаю, что сейчас у Армении есть реальный выход – это европейская интеграция. И поэтому парламентом Армении был принят первым чтением закон о начале процесса евроинтеграции, то есть процесса по членству в Европейский Союз. Так что позиция армянского общества и властей однозначна, что наше будущее – это евроинтеграция и стратегическое союзничество с странами Европейского Союза, конечно, в первую очередь это Франция. Я думаю, уже в силу разных объективных факторов Россия не может, и слава Богу, что не может играть никакую роль в нашем регионе. Он может только, исходя из каких-то своих геополитических интересов, подталкивать или способствовать, чтобы против Армении было увеличено давление со стороны Азербайджана, потому что азербайджанский режим, алиевский режим – это самый хороший инструмент в руках путинского режима сейчас в данный момент. Поэтому, знаете, давайте так скажем, и Европа сейчас определяется, как дальше обеспечивать и свою безопасность, и безопасность Украины, противодействовать агрессию России. И в этом архитектуре новой безопасности, европейской безопасности Армения должна участвовать. Это моя позиция, потому что нам нечего делать в рамках таких надгосударственных организациях, как ОДКБ или Евразийский экономический союз, или тот же СНГ, в котором доминирующую роль играет кремлевский режим, который является угрозой для стран постсоветского пространства. Это однозначно. Поэтому у Армении есть еще время и еще есть ресурсы, чтобы развивать отношения. Поэтому нам нужны отношения с странами Европейского Союза, и поэтому наше сейчас ожидание, чтобы власти более эффективно и более активно работали в этом направлении, потому что временной такой ресурс у нас не очень широко. Коротко. Скажите, пожалуйста, последний вопрос я хотел задать именно по сегодняшней теме, потом с чего мы начинали. Освобождение армянской гражданки Беларуси и передача в Ереван при помощи господина Царукяна. Вы сказали, что это, наверное, исключительно на личных каких-то интересах, личная сделка и личный интерес господина Царукяна. А по-вашему, поскольку Лукашенко достаточно плотно взаимодействует с режимом в Азербайджане, что мог Царукян предложить Лукашенко, и участвовала ли Россия в этой схеме, или достаточно было между ними прямого контакта, прямой некой сделки, или все-таки у Царукяна есть еще какие-то влиятельные люди, контакты в России, которые могли тоже замолвить свое слово перед Лукашенко?
Хороший вопрос. И очень спасибо за вот этот вопрос. Почему? Потому что это позволит мне более четко очертить. Во-первых, Лукашенко без согласия Кремля ни шагу не может делать в вопросах, касающихся внешней, значит, политики. Поэтому, да, однозначно, что сам процесс освобождения блогера обязательно он должен был получить согласие Кремля. С другой стороны, Гагик Царукян, чтобы иметь какое-то влияние там, или связи в Кремле, это не приходится, потому что он просто один из таких возможных прокси для кремлевского режима в Армении. То есть это именно те прокси-силы в Армении, которые ратуются за сохранение влияния России над Арменией. Потому что они видят, что они так думают, и они концептуально так исходят из того, что гарантом существования самой Армении является только Кремль, невзирая на все эти агрессивную политику, которую проводит. Поэтому, да, эта сделка очень интересная с точки зрения, что при согласии Кремля Лукашенко согласится на посредничество Гагика Царукяна, а дальше как будут использовать сам факт вот этот процесс для дальнейших политических процессов в Армении, я не могу сейчас предполагать, но однозначно, что это будет привести к какому-то увеличению, значит, значимости Гагика Царукяна, или могут это использовать как фактор, что, видите, такая фигура сильная, которая имеет такое влияние, чтобы как-то формировать его имидж. А этот имидж только может сейчас проявиться как пророссийское. Ну, естественно, не про Лукашенко, потому что Лукашенко не может играть какую-то роль без согласия или там играть какую-то роль без согласия Кремля. Так что это возможный сценарий, который, я думаю, в Кремле придумали и согласились. А так, чтобы, знаете, какие-то гуманитарные ценности или человеческие какие-то ценности для Кремля или для Лукашенко, конечно, не существует, тем более для Гагика Царукяна тоже, который очень хорошо знают в армянском обществе. Так что это политическое будущее возможные применения или результаты и последствия вот этой политической сделки еще предстоит нам увидеть. Спасибо большое за этот разговор. Я нагадаю, што нашым госцем быў Артур Сакунц, кіраўнік армянскай праваабарончай арганізацыі Ванадзорскі офіс Хельсінскай грамадзянскай асамблеі. І калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, так яго пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.